Гульнара Султанбековна, у вас есть вопрос к представителю Верховного суда? Нет, спасибо, нет вопросов. Самат Хаштубекович. Можно один вопрос? Да. Это Насранна. Вы в своем ходатайстве написали, что международный стандарт независимости судей указывает на возможность привлечения судей к ответственности, однако такой механизм должен быть подробно регламентирован. Вот так отметили. А международный опыт вы посмотрели в других странах? В других странах, как уже отметил представитель Совета судей, мы также посмотрели другие страны и отметили бы тоже вот опыт Казахстана, где вот подробно вот расписано, то есть вот какие действия должны, зачем следовать. То есть и здесь они именно указывают, что, ну, здесь согласие генерального прокурора у них прописано, но если, ну, конечно, это будет суд решать, да, но все-таки мы сочли бы это уместным, если бы это все тоже было бы в нашем кодексе тоже регламентировано, поскольку вот эти вот доследственная проверка, да, с какого момента проводится. До этого же отметили, что вот эти 10 дней, но если там они не успевают, еще 20 дней, да, продлевается. Вот этот промежуток, он, как бы скажем, очень значимым является. И то, что вот на практике приводит, что разные прокуратуры, допустим, районные прокуратуры или областные там возбуждают и регистрируют, то есть начинает доследственную проверку. То есть чтобы во избежание вот такого, скажем, разночтения закона, понимания норм, мы считали бы уместным все-таки, чтобы он был более конкретно регламентирован, поскольку такая регламентация, я бы не посчитала бы, что это детализация какая-то излишняя, да, поскольку это касается все-таки статуса судьи, который в некоторой степени может быть уязвим, как до этого сказали, то есть чтобы не было злоупотребления. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Пожалуйста. Уважаемая Маргарита Насырхан, скажите, вот вы представитель Верховного суда и опытный человек в этой сфере. Вы, представители Совета судей, отметили, что в данном вопросе, значит, усматривается неопределенность, да? Но, в принципе, вы же понимаете, что само начало конституционного судопроизводства явилось, то есть для начала и сама неопределенность, как бы в этом нет вопроса. Потому и разбираемся сегодня. Вот вы как практический работник, скажите, пожалуйста, насколько вот эти неуточненные, неурегулированные моменты, как вы говорите, на стадии доследственной проверки в отношении судьи, влияют на независимость судьи, на его, в общем-то, самочувствие, на его, значит, это действительно на независимость, объективность в осуществлении правосудия. На самом деле, как это, есть ли, бывает такое? И это вопрос один. Второй, значит, в вашей практике были случаи, когда вот такое, значит, начиналась проверка досудебная, да, доследственная проверка в отношении судьи, и на стадии возбуждения уголовного дела отказывали в возбуждении уголовного дела, либо в последующем при ходе следствия, значит, прекращалось дело. То есть, видимо, государство, лица правоохранительных органов имеет преследовать цель не только, наверное, карательный, прямо взять и посадить, но и защитить, наверное, судью в какой-то степени, в том числе и совет судей, которые это делают, вот, если при необходимости. Скажите, к сожалению, пожалуйста, как считаете? конкретный пример я сейчас не могу вспомнить, не могу привести. Но то, что касается вот действительно каким-то образом влияет ли на судью, и до этого тоже были вопросы, да, по поводу внепроцессуальных обращений, да. То есть вот эти, скажем, обращения, которые, скажем, в данном случае приводили пример неправосудности, да, вынесение заведомо неправосудного решения суда, да, но это не является непроцессуальным обращением. То есть они же официально обратились. И, скажем, судья об этом, непроцессуальное обращение, это несколько другое. А вот то, что все-таки оно влияет, все-таки судья, есть такое понятие безупречность судьи, да? То есть, например, как же говорят,
украл у судьи плащ или судья украл плащ, это все равно вот как-то каким-то образом влияет то, что он был замешан, да, в этой интриге. То есть в любом случае в какой-то мере все-таки идет, скажем, не прямое, может быть, давление, но какое-то косвенное все-таки. То есть, на ваш взгляд, это ощутимое влияние, да, на Да, судью? потому что, вот знаете, вот, например, даже если не уголовное дело, очень много поступает заявлений в дисциплинарную коллегию, да, Совет судей. И это тоже, между прочим, очень, скажем, отрицательно сказывается в деятельности судьи. Потому что судья там постоянно он уходит, объяснительные дает. То есть представьте, вот человек, как бы, скажем, постоянно вот мысли заняты у него не тем, чем нужно, да, скажем. Ну, то есть это в любом случае это отнимает время. Даже согласно статистике, там определенная только часть удовлетворяется, вот, ну, какие-то меры принимаются в отношении судьи. Но, насколько мне известно, большая часть, она не находит своего подтверждения. Но, тем не менее, это у судьи занимает очень много времени. Это вот психологическая составляющая. Я считаю, что это все равно отрицательно сказывается. Спасибо. Нет больше вопросов? Уважаемая Маргарита Насархановна, и все-таки международная практика ограничивается только таким положительным опытом Республики Казахстан, как представитель Совета Нет, судей все-таки тоже? мы... Или вы не анализировали больше, Нет, мы посмотрели, естественно, хартию, Всемирную хартию судьи. То есть в любом случае она должна быть, вот как до этого отметили, вот эти именно нормы, раз уж определенные, скажем, гарантии предоставлены этим отдельным категориям, да, то она должна быть, скажем, детально регламентирована. И то есть действительно, чтобы недобросовестные, скажем, какой-то следователь. Нет, я понимаю это. Вопрос был конкретно какие-то страны, да, где есть вот такой положительный опыт, кроме Республики Казахстан. У вас где это все понятно, что вы говорите, да. Вы не анализировали, да? Ну, мы еще до, скажем, особенности те там. законы, которые у нас действовали в Кыргызской республике, раньше, оказывается, тоже более конкретно указывали, с какого момента вот именно в отношении судьи, скажем, да, начинаются оперативно-розыскные мероприятия, то есть вот эти вот вещи, они раньше более четко, кажется, регламентировались, но они потом перекочевали в Уголовно-процессуальный кодекс, потом у нас вот промежуточный, вот эта стадия возбуждения, да, она стала немножко другая, иная, и с этим, я так поняла, что проблемы возникли, и она таким образом из Конституционного закона о статусе судьи она выпала, то есть она должна была автоматически сесть в процессуальный кодекс, но она, как бы, скажем, не настолько, скажем, хорошо была регламентирована, внесена. Спасибо. Присаживайтесь.